благодарны вам. Хороший глава. Да. Дорогие друзья, я хочу от нашего общего имени поблагодарить за огромный свой вклад главу Республики Ингушетия, его администрацию, министра здравоохранения Республики Ингушетия. За сравнительно небольшой срок в регионе произошли значительные перемены, которые просто не могут не радовать. Построен ряд медицинских учреждений, а врачи повышают квалификацию в ведущих медицинских клиниках страны. Эндокринологический диспансер, Назановская городская больница, детская республиканская клиническая больница. Более того, в нескольких населенных пунктах республики открылись еще и местные амбулатории и медпункты. Одно из главных событий в истории развития здравоохранения в регионе – это открытие перинатального центра. Медицинский объект находится под пристальным вниманием не только региональных, но и федеральных властей. С проверкой в центр выезжал и Дмитрий Медведев, а также зампред правительства России Ольга Голодец. Важные гости отметили перинатальный центр первый и единственный в своем роде в СКФО. Я вижу колоссальные изменения в лучшую сторону. Если 4 года назад мы говорили с Юнусбеком Бамангиреевичем о том, сможем ли мы выстроить систему трехуровневую, мы говорили, давайте ставим перед собой задачу сделать первый и второй уровень. А мы выстроили трехуровневую, и уже сейчас Ингушетия имеет свои собственные высокотехнологичные центры. Это свидетельство отношения к федеральному центру, во-вторых, вашего руководителя Юнусбека Бамангиреевича к своей республике. Зеркало – это свет по-нашему, по-ингушски. Пусть так называется. Свет красивое слово. Пусть так называется. Красиво, по-английски хорошо значит. Промышленность – одна из главных отраслей в плане экономического развития региона. Завод железобетонных изделий, алюминиевых радиаторов, по производству полимерных труб и облицовочных материалов, комбинат детского питания, до 1500 голов скота и 90 тонн молочной продукции в месяц. Мясомолочный комплекс «Молоко Ингушетии» уже несколько лет как обеспечивает ингушских предпринимателей качественной продукцией. 120 тысяч изделий в месяц – такова проектная мощность еще одного перспективного предприятия – швейное объединение Ингушетия. Развитие промышленности – это не просто вывод региона на новый уровень импортозамещения, это еще и дополнительные рабочие места. Тысячи жителей смогли на сегодняшний день трудоустроиться. Я его благодарю за все. Большое, огромное ему спасибо. Этот человек наш путеводитель, проводник. Он сделал многое. Он, наверное, сам не знает себе цену. Вот к этому дню, как сюрприз, мы приготовили для него костюм, сшитый вот на этой фабрике. Это в честь того, это мало, это маленький подарок, можно сказать, ничто по сравнению с тем, что мы должны были для него сделать. Но это наше первое. Хочу показать вам его. Вы первые видите эту форму. Я знаю, что он очень любит национальную одежду. Ходит в мечеть, естественно, со стариками общается часто. Поэтому мы для него сделали вот такой вот костюм своими руками. Пусть он его носит долго, счастливо. Образование. Открыты десятки образовательных учреждений, школы и детские сады. Полностью ликвидирована трехсменка. Созданы сотни рабочих мест. Большие просторные классы, укомплектованные по самым современным требованиям. Актовые и спортивные залы и развивающие кружки. Для ингушских школьников и их родителей это неоценимый подарок. Мне нравится все. Но больше всего мне нравится то, что все ученики 6-й школы будут развиваться, будут учиться на пятерки. И желаю им счастья. Очень нравится школа внутри и снаружи. Ее построили рядом с нами. Не надо будет 10-ю школу переходить через трассу. Мы живем сзади школы. Там будет легко приходить сюда. Мы очень рады, что сделали такую красивую школу. В новых учебных заведениях созданы все условия и для самих учителей, полностью оборудованные по последнему слову педагогической науки, учебные кабинеты математики, химии, физики, информатики, новые школы и детсады – еще одна возможность молодым специалистам трудоустроиться. Это огромная радость и огромный плюс для наших детей, для нас, родителей и для учителей в том числе. Будущее республики за молодежью. Руководство региона проводит колоссальную работу, чтобы воспитать достойное поколение. Готовят грамотную и политически подкованную замену. У нас на самом деле республика развивается очень динамичными темпами. Мы наблюдаем хорошее
хорошие показатели, достижения хороших показателей в сфере культуры, спорта, здравоохранения, образования. У нас строятся новые сады, школы. На сегодняшний день я, как представитель молодого поколения, могу сказать от себя, что молодежи Республики Ингушетия уделяется огромное внимание. Внимание уделяется волонтерским движениям, чтобы молодежь активничала, принимала участие в развитии республики. Мое сердце теперь стучать будет в Петербурге, в Москве и в Ингушетии. Республике 25 лет. Юбилей с большим размахом отметили совсем недавно. На праздничные торжества приехали как представители федерального центра, так и главы соседних регионов. Гости поделились своими впечатлениями после масштабной экскурсии, отметив, что регион под умелым и грамотным руководством главы сумел подняться на завидный уровень. Ингушетия развивается и находится среди самых передовых регионов Российской Федерации. Это большое достижение всего ингушского народа, это большое достижение главы республики Евкурова. 23 объекта в системе здравоохранения, 31 школа, 39 детских садов, десятки спортивных и промышленных объектов, тысячи рабочих мест, развивающийся туристический кластер и культура. Реализовываются федеральные программы, такие как дорожная карта, социально-экономическое развитие республики, поддержка малого и среднего предпринимательства, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья и оползневой зоны, развитие автомобильных дорог. Начато строительство мусороперерабатывающего полигона. Аэропорт Магас вошел в перечень федеральных. Динамично развивающийся, благодаря присутствию энергии Юрия Андреевича, потому что он действительно внес свежую струю в развитие республики. Ему не просто, но он идет как тот ледокол, видя цель и понимая, что он понимает проблемы, которые стоят перед республикой, и знает, как совместно с федеральным центром решать задачи, которые стоят перед республикой. Подарок от имени Владимира Путина, который был вручен Юнусбеку Евкурову на 25-летие региона, еще одно подтверждение, что руководством республики взят правильный курс. Распоряжение президента Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Евкурова Юнусбека Бамангеревича, главу Республики Ингушетия. Служу Российской Федерации и родной Ингушетии. Президент Ингушетии Евкуров – блестящий российский офицер и патриот России и своей малой родины Ингушетии. Заслужить уважение старших коллег, наверное, не так трудно, как добиться восхищения детей, стать настоящим примером подражания. Самые маленькие жители республики знают и гордятся тем, кто ведет их в светлое будущее. Глава и сам не остается в стороне, когда в жизни маленьких жителей происходят важные события. Яркий пример – недавний прием граждан. Юнусбек Евкуров принял у себя в кабинете маленького Мухаммеда Барзиева. Глава поздравил его с первым юбилеем. Мухаммеду исполнилось 5 лет. Кстати, день рождения у мальчика с главой один. Мухаммеду вручили небольшой презент. Подарок что хочешь на день рождения? Машина какую? Полицейскую. Полицейскую машину. Хорошо. Еще что хочешь? На велосипед кататься? Вон, посмотри, велосипед. Нравится такой? Завтра ему еще полицейскую машину купить, отправить. А ты будешь полицейским, когда вырастешь? Так нет. Ну все, молодец, хорошо.
В одном из интервью Юнусбек Евкуров сравнил работу главы со службой, только в этом случае не фронтовой, а трудовой. А труд этот, стоит отметить, нелегкий. День за днем республика расцветает, налаживается инфраструктура во всех городах и селах, ударными темпами развивается экономика и социальное направление. Эти достижения – итог кропотливой и грамотной работы руководства, отмечают и жители региона. Ну а Юнусбек Евкуров сам не раз отмечал, что глава любого субъекта один никогда не сможет добиться поставленных целей. В истории региона немало событий, которые повлияли на процесс становления. Но, несмотря на все это, за такой небольшой срок Ингушетия догнала, а может где-то даже и обогнала своих соседей. И это лучший показатель, что у руля стоит сильный политик, у которого есть самое главное – поддержка народа. У вас сегодня есть свой дом, своя крепость, есть замечательная республика, которая развивается, есть команда управленцев во главе с Юнусбеком Ангериевичем, который ежедневно думает о том, как улучшить жизнь людей на этой земле. Страна наша огромная. Не везде мы можем произвести в других регионах то, что можно произвести на территории республики. Республика Ингушетия находится на марше. И вы, так сказать, делаете очень большое дело в развитии физической культуры и спорта, в развитии здорового образа жизни. Никто кроме нас! Никто кроме нас! Индира Мамкиева, Новости 24.